الله أكبر الله أكبر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня чуть-чуть вперед уйдем. Будет 68 и 69 грех. Вместе взял я их. И 68 грех. 68 грех – это аль-амну мин макриллях. Чувствовать себя в безопасности от наказания Аллаха. Чувствовать себя в безопасности от наказания Аллаха. То есть думать, что тебя не коснется наказания Аллаха. Что тебя не коснется наказания Аллаха. И Аллах Та'аля говорит: «Фаля я'ману макраллахи илля аль-каумуль хасирун». «Фаля я'ману макраллахи илля аль-каумуль хасирун». До этого Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Валяу анна ахлюл кура аману ваттакау», если бы обитатели селений уверовали бы и были бы богобоязненными, то есть сторонились бы гнева Аллаха, остерегались бы гнева Аллаха, «Ляфатахна алейхим баракат ис самаи валь ард», то есть мы открыли бы им милости небес и земли. Потом Аллах Субхану Тааля говорит: «Афа амина ахлюл кура ай ятияхум ба'суна баятан ва хум наимун». И не боятся ли обитатели селений, что я накажу их в то время, когда они будут ночью спать? То есть не боится ли человек, считает себя в безопасности, не стремится к таубе, не боится моего наказания, совершает грехи, не боится, что я его накажу ночью, когда он будет спать? «Ава амина ахлюл кура ай ятияхум ба'суна духан ва хум ял'абун». И не боятся ли ахлюл кура, обитатели селений, то есть чувствуют ли себя в безопасности обитатели селений, то, что то, что придет к ним наказание наше, духан, во время духа, во время рассвета, в то время, когда они наслаждаются этой жизнью. Ял'абун. Афа амину макраллах, и они обезопасивают себя от хитрости Аллаха. Фаля я'ману макраллахи илля аль-каумуль хасирун. И не обезопасивает себя никто от хитрости Аллаха, кроме как народ убыточный, то есть народ, который будет в убытке. И когда человек живет хорошо, когда его окружают милости Аллаха, человек забывает о наказании Аллаха. И часто думает человек, что вот Аллах Та'аля дал ему эту милость за его праведность, за то, что он приближен к Аллаху, за то, что он думает, что он приблизился к Аллаху. И посредством этого обезопасивает себя от наказания Аллаха, чувствует себя в безопасности. И по причине этого он начинает совершать большие грехи. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит, после того, как люди не ответили посланникам, мы открыли, говорит, им все двери всех благ. Хатта идha фариху бима уту, и когда они фариху обрадовались тому, что было им дано, ахаднахум багататан, мы схватили их внезапно. И когда они
обрадовались бима уту. Аллах Субхану ва Тааля говорит, то, что им было дано. Не сказал то, что мы им дали. Потому что эти люди, из их качеств, они считают, что это они своим знаниями, своим опытом добились. И нету в этом удела Аллаха. Это они все своими руками. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля описал их, они обрадовались тому, что было им дано. Ахаднахум багтатан, и мы схватили их внезапно. То есть отправили им наказание. Аллах Субхану ва Тааля забрал их души. В то время, когда они совершали вот этот тяжкий грех. И это грех называется амну мин макриллях. Чувствовать себя в безопасности от наказания Аллаха, от хитрости Аллаха. Инна аллазина ля ярджуна ликаана. И вот Аллах Субхану ва Тааля описывает неверующих и описал их 4 качествами. Инна аллазина ля ярджуна ликаана. Они те, кто, если перевести, не надеются на встречу с нами. То есть они не верят в встречу с нами. Вараду биль хаяти дунья. И они довольны этой жизнью. Ва итмаанну биха. И успокоились только ею, ограничились только ею. Они довольны этой жизнью. Они не надеются на встречу с нами, то есть у них нету того, чтобы питало их душу. Они не стремятся к религии. Они не получают пищу, которую Аллах Субханаху ва Тааля даровал их душам. Аллах Субханаху ва Тааля сотворил человека из тела из земли и душу, которая сверху, с неба. И каждому дал свою пищу. Тело получает пищу из того, что оно сеет, из земли. Или то, что питается, теми, кто питается из земли. Тело получает оттуда. Однако, если человек будет пытаться накормить свою душу тоже этим, то душа останется голодной. Поэтому есть ризк, питание для души. И это откровение Аллаха. Откровение Аллаха. Однако эти ля ярджуна ликаана, они не надеются на встречу с нами, не верят в нас, не получают пищу и считают себя не нуждающимися в этой пище. Вараду биль хаяти дунья. И довольствуются пищей, которая есть на земле. Ва итмаанну биха. И успокоились этим. То есть нет у них стремления в ахират. У них есть стремление только для этого мира. Они не используют этот мир для следующего мира. И у них нет доли, удела для следующего мира. Они ничего не делают для следующего мира. Итмаанну биха, то есть этой жизнью довольны. Этой жизнью успокоились, ограничились. И 4 качество. Валлазина хум ан аятина гафилун. И они небрежны к нашим аятам. Они не слушают наставления, не изучают, не получают знания и небрежны к этому, считают себя ненуждающимся. Вот Аллах Субхану ва Тааля описал их 4 качествами и сказал, если эти 4 качества есть у человека, уляйка ма'вахумун нару бима кану яксибун. Эти люди, их местом пребывания, местом жительства будет огонь по причине того, что они сотворили, по причине того, что они сделали. И следующий грех – это противоположный этому греху. Противоположный этому греху – это иясу мин раухиллях валь кунут. Это отчаяние от милости Аллаха. Отчаиваться от милости Аллаха. То есть противоположный. Когда у человека сторона страха больше, страха больше, чем надежды. Страха больше, чем надежды. И тут, если посмотреть хадис, который приходит от Ибн Мас'уда,
Ибн Масуд говорит, Абдулла ибн Масуд говорит, акбаруль кабайр, из больших грехов является аль-ишраку билля, предавать Аллаху сотоварища, ширк совершать. Валь амну мин макриллях, и чувствовать себя в безопасности от хитрости Аллаха, от наказания Аллаха. Валь кунут мин рахматиллях, и отчаяние от милости Аллаха. Валь ясу мин раухиллях, и отчаяние от, опять же, милости Аллаха. Если так посмотреть, тут он сказал, кунут использовал для слова отчаяние, и ясун использовал для обозначения слова отчаяние. Какая разница между ними? У ученых есть несколько мнений. И они говорят, аль-ясу, отчаяние, вот это, которое обозначается словом льяс, это страшнее, чем кунут, чем слово кунут, так как Аллах Субханаху ва Тааля сказал, «Иннаху ля яйасу мир раухиллахи илля аль-каумуль кафирун», и не отчаивается от милости Аллаха, кроме как неверующие. То есть это такое отчаяние, которое приводит к неверию. А насчет кунута Аллах Тааля сказал, «Вамай якнату мир рахмати раббихи илля даллюн», а те, кто и кто же отчаивается от милости Аллаха, от милости своего Господа, кроме как заблудшие. То есть назвал их заблудшими, не назвал их кафирами. Это первое. То есть первая группа сказала, яс, это тяжелее и страшнее грех, чем кунут. Другие сказали, нету между ними разницы, каждый указывает на этот смысл. Третьи сказали, нет, есть у них разница в некоторых качествах. Да, они одинаковым смыслом, однако различаются. Есть различия между ними. Кунут, это, говорит, аммун, это отчаяние от любой милости Аллаха. Пускай это будет, когда Аллах Тааля дает благо, или пускай это будет, когда Аллах тебя спасает от каких-то, дает выход от каких-то тяжелых ситуаций. Это общее. А что касается яс, это то, когда человек именно надеется, то, что Аллах освободит его от тяжелой ситуации, то, что Аллах освободит его от тяжелой ситуации. То есть тут еще несколько мнений приводится, все не будем их приводить. И возьмем то, что два мнения, в чем их разница. Некоторые сказали, яс – это то, что начинается в сердце, а кунут – это то, что заканчивается делами, поступками. То, что заканчивается поступками. И также второе мнение, это когда Аллах Субхану Тааля сказал, «Ман яйасу мир раухиллях». Раух, что такое? Раух в основе это танаффус, это дышать. То есть, когда человек в тяжелой ситуации, ему как будто кажется, что он тяжело дышит. И когда человек что-то счастливое появилось, или его беда исчезла, он вздыхает. Также говорят так же. И вот арабы взяли вот это слово, использовали, то есть вздох. Слово вздох начали обозначать милость Аллаха, когда Аллах дает именно освобождение от тяжелой ситуации, использует это слово раух. Раух это в основе это вздох, когда человек вздыхает. Вздыхает от того, что стало легко, от того, что беда ушла. И вот это когда человек отчаивается, в тяжелую ситуацию попадает и отчаивается от того, что Аллах его даст ему избавление от этой тяжелой ситуации. А кунут это когда человек отчаивается от любой милости Аллаха, думает, что Аллах Субхану Тааля не даст ему выход из тяжелой ситуации, думает, что Аллах Субхану Тааля лишит его каких-то благ и так далее, и не даст его, сделает махрум. Поэтому, когда человек отчаивается от этого, то Аллах Субхану Тааля даже назвал «Илля аль-каумуль кафирун», то есть отчаиваются от милости Аллаха только
неверующие, сказал, только неверующие. И вот эти два качества должны присутствовать в человеке. Как ученые описали, есть три качества, которые движут человеком. Это любовь, это надежда и это страх. Вот эти три качества движут человеком. Что касается любовь, то это самое сильное качество, потому что оно останется с тобой и в раю. Что касается надежды и страха, то это для этого мира. Для этого мира, потому что в раю уже ты уже достиг того, что ты желал, на что ты надеялся, и обезопасил себя от того, чего ты боялся. И эти два качества, надежда и страх, нужно для этого мира, чтобы человек двигался. Чтобы человек двигался и не сворачивал с прямого пути. Не сворачивал с прямого пути и не отходил назад, не уходил назад. И это, говорят, как погонщики верблюдов. Когда стадо идет, есть впереди человек, идущий, который песню поет. И верблюды подстраиваются под его песню и идут за ним. И есть сзади погонщик, который смотрит, чтобы верблюды не ушли в стороны и не убежали назад. И вот, говорит, тот погонщик, который идет впереди, это надежда, говорит. Надежда – это то, что тащит человека вперед, то, что берет человека вперед, то, что движет человеком вперед. Любовь, да, любовь, она дает человеку что? Направление только. Так делай, сюда, этим путем пойти или этим путем пойти. Вот, любовь это направление дает. Но человек не пойдет, потому что ученые говорят, он харун. Не харун, а харун. Харун это значит животное, которое не хочет слушаться. Душа человека это животное, которое не хочет слушаться. Поэтому вот два погонщика для него нужны. Вперед это надежда. Если нету надежды, человек не идет вперед. Поэтому это является большой грех. Аллах Субханаху ва Тааля упоминает нам, дает надежду во многих аятах, рассказывает нам про рай, рассказывает то, что если к вам отнеслись несправедливо, то Аллах Субханаху ва Тааля их накажет, даст им их воздаяние. То, что если вы будете слушаться Аллаха, выполнять Его приказы, остерегаться Его запретов, то Он даст счастливую жизнь в 3 мирах. В этом мире, в следующем мире и между ними в барзахе. И вот это нам дает надежду, мы идем вперед, 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 вперед. Перспективы видим в будущем. В Коране очень подробно, в Коране и в словах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, очень подробно описана вот эта будущая жизнь. Для того, чтобы человек смог идти вперед. Во многих хадисах указывается, какие награды будут за пост, за намаз, за какие-то благие дела. И поэтому человек стремится совершать эти дела, чтобы получить вот эту награду. И это движет ему вперед. Но человек живет в этом мире, в мире испытаний, где он подвергается испытаниям, где он занимается этим миром, потому что без этого он не сможет выжить, и забывается. И не всегда его вперед, не может он идти всегда вперед. Иногда ему хочется отстать, иногда он сворачивает. И вот поэтому нужно, чтобы он не совершил второй большой грех, это не чувствовал себя в безопасности. Не чувствовал себя в безопасности. Надо тот, кто толкать его будет сзади. Не даст ему остановиться, не даст ему отступиться. Это страх. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля рассказывает про ад, рассказывает о наказании тех, кто ослушался его. Поэтому это очень важно. И ученые говорят, вот эти два качества, страх и надежда, именно они должны быть одинаковыми. И человек, когда попадает в тяжелую ситуацию, он должен больше вспоминать про милость Аллаха. То, что есть там выход из ситуации, как Аллах Субханаху ва Тааля обещал богобоязненным, муттакинам, выход из любой ситуации. Он должен надеяться на это.
Если он перестает надеяться на это, он совершает большой грех. Вот. И если человек болеет, то же самое, в тяжелой ситуации, надежда у него должна быть, больше о надежде думать. Если же наоборот, человек чувствует, что жизнь хороша, что все хорошо идет, он должен вспоминать страх. Потому что это при болезни, когда человек в тяжелой ситуации, он забывает о надежде. А когда человеку хорошо, он забывает о страхе. И поэтому, когда хорошо, надо вспоминать о страхе. Когда плохо, надо вспоминать о милости, о надежде. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если кто-либо из вас будет умирать, пускай умирает с хорошими мыслями об Аллахе. То, что Он его простит. Указывая на то, что в таких ситуациях надо больше вспоминать. Но при этом, как мы сказали, страх и надежда должны быть одинаковыми. Просто когда хорошо человеку, он забывает о страхе, и эта сторона начинает хромать у него. И он совершает грехи, он уже забывается, он уходит в сторону. А когда же наоборот, ему плохо, ему надо что-то, что дало бы ему толчок вперед, движение вперед. Часто человек, когда тяжело становится, перестает идти так же. Что мне делать, говорит. Поэтому таким людям надо что? Надежда. А наоборот, те, которые забываться начинают, им надо страх поддержать. Поэтому это два крыла птицы, говорят. Если любовь — это голова птицы, которая дает ему направление и показывает, куда лететь, то, что ты любишь, к тому стремишься, то страх и надежда — это как два крыла. Без головы птица никуда не полетит. Она мертвая. Без любви к Аллаху, Его посланнику, человек не будет в религии крепок. Даже в религию не зайдет. Поэтому иногда ошибаемся. Мы человеку пытаемся указать то, что что-то является харамом, что-то является халялем, что-то является фарзом. Указываем этому человеку, но у человека нет любви к Аллаху. Нету любви к пророку. Мы говорим, сказал пророк, но у него нету любви к пророку. Он не изучает его жизнеописание. Он не знает, какой он был пророком. Пророк, каким он был. У него большое упущение в этом. Он не знает имена Аллаха. Он не знает качества Аллаха. Он не знает, как Аллах совершает с праведниками. Он не знает, как Аллах совершает с неправедниками. Какие милости Аллах Тааля дает. Он не знает. У него нет любви к Аллаху. Поэтому для него эти слова пусты. У него нет направления в этом. Поэтому человеку иногда, возможно, сначала надо привить любовь к этому. Сообщить об Аллахе, кто такой Аллах. Кто является его Господом. Какие у него качества есть. А потом уже давать надежду. Потом уже давать надежду и страх. Но без любви у него нет направления. У него нет направления. Если ребенок в школе плохо учится, у него нет любви к этому. И поэтому у него нет стремления учиться. Потому что ему не дали что? Любовь к этому нет у него. И не дали надежду, потому что не указывают, просто ма'люмат дают. Не говорят, зачем ему это надо будет в будущем. Его заставляют просто. И не указывают, что будет, если он не получит этих знаний. И поэтому у него и не складывается ничего. А наоборот, ребенок, которому указали то, что этому нужно, если у него привили любовь к получению знаний, привили любовь к чтению книг, то ты даже ему не говори, он сам будет это делать, потому что у него есть направление. Есть направление. А если надежду давать, поощрять его как-то и предупреждать, что ведет к себе незнание и невежество, то его движение еще лучше будет.
стремление. Поэтому вот иногда ошибаемся, иногда просто наказываем, страх только прививаем. А страх, он только не дает назад отступиться, но он не движет вперед и не дает направления человеку. Поэтому они сказали, любовь, надежда, страх – это как птица. Голова птицы – любовь, два крыла – это страх и надежда. И при этом, если одно крыло будет коротким, а другое длинным, то птица тоже не улетит. Они должны быть одинаковыми. Одинаковыми. Поэтому, когда у людей начало преобладать качество страха, и меньше стало надежды, то появились хавариджи, которые начали всех обвинять в неверии и лишили человека милости Аллаха. И в противовес им появились люди, у которых которые меньше начали обращать внимание на страх и больше на надежду, мурджия, которые начали оставлять дела. И сказали, наш иман как иман Джибрииля. Мы одинаковы в этом. И не навредит нам, если мы будем совершать грехи. И вот так две появились крайности. У одной начало преобладать страх, у других. И говорит, если человек тоже, у него начнет преобладать страх, то он будет подобно хавариджам. А если будет сторона надежды преобладать над страхом, то они будут как эти мурджи. Поэтому это очень и очень опасно. Очень опасно. И как я на джумге говорил, поэтому Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Альхамду лилляхи раббил алямин». Хвала Аллаху, Господу миров. Хвала, говорит, это альхамд, это та хвала, которая сопровождается любовью и возвеличиванием. И как будто бы Аллах говорит, как в Тафсире говорится, говорите альхамду лилля. Восхваляйте меня любовью и возвеличиванием. Чтобы у вас в сердце была любовь по отношению ко мне. И также я Ар-Рахман Ар-Рахим, надейтесь на мою милость. И также я Малики Яумиддин, страшитесь моего наказания и моего суда. А вот потом, когда три качества появилось, «Ияка на'буду ва ияка наста'ин», тебе мы поклоняемся и тебя мы просим помощи. Вот с этими тремя качествами вы должны заходить в поклонение. Когда вот эти качества есть, и с ними должны поклоняться. Читаем намаз, потому что любим Аллаха, потому что надеемся на Его награду и боимся Его наказания. И вот так должно быть в каждом. Оставляем грехи. Почему? Потому что любим Аллаха, потому что боимся Его наказания и надеемся на Его милость. И поэтому есть два больших греха. Это отчаяние от милости Аллаха, когда человек не надеется на милость Аллаха. И второе, это чувствовать себя в безопасности от наказания Аллаха. Когда ты думаешь, что Аллах Субхану Тааля не может тебя наказать. Как Он меня может наказать? Я же поклоняюсь, намаз читаю, раза держу. Зачем Он меня накажет? И перестаешь обращать внимание уже на свои грехи. Уже хисаб себе не делаешь. Себе какие-то упущения позволяешь. Почему? Потому что страха нет. А там не двигаешься вперед, потому что нету надежды. Отчаялся ты. Думаешь, все, Аллах Субханаху ва Тааля как будто у тебя забрал все. Он у тебя забрал одну милость, два милости, три милости. Но при этом وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Если захотите сосчитать милости Аллаха, то не сосчитаете. И вот из этого не сосчитаете, сколько Аллах Субхану Тааля у тебя забрал. То есть ты вспоминаешь то, что Аллах забрал, мы вспоминаем то, что Аллах забрал, и забываем то, что Аллах не забрал. Вот. А то, что не забрал, их не сосчитать. А то, что забрал, можно по пальцам сосчитать. Вот. И вот так человек всегда, обращает внимание. Неправильно. Приоритеты неправильно ставит. Поэтому во всем должно быть побуждение. И должно быть предупреждение. Побуждение, предупреждение. Также это и воспитание как себя, так и детей. Должно быть, как говорят, пряник и кнут. Но пряник сначала должен идти, чем кнут.
Сначала должен быть пряник, потому что Аллах Та'аля говорит про пророков мубашширин и мундирин. Они те, которые мубашшир, радует, те, которые дают надежду, а потом только мундирин. Аллах Субхану Та'аля никогда слова не ставит просто так в Коране. Все слова встают на своем месте. И раз Аллах Та'аля поставил мубашшир перед назир, мундир, то значит это качество вперед должна быть. То есть, если ты призываешь кого-то, то и не знаешь положения этих людей, то в этом случае ты должен сначала давать надежду, потом страх. Если ты знаешь, то это уже по ситуации. Как мы сказали, если человек забывается, если человек начинает совершать грехи, то значит ему надо про страх говорить. Если наоборот, он отчаялся, он болеет, что-то с ним случилось, беда приключилась, то этому человеку надо давать надежду. Но в основе они должны два крыла быть одинаковыми. И они обязательно должны присутствовать в этом мире. А уже в следующем «Ля хауфун алейхим ва ля хум яхзанун». Нету им страха. Все, страха нету. Потому что нету смысла от этого страха уже. Они в рай зашли. Аллах обезопасил их от страха. «Ва ля хум яхзанун», и не будут они опечалены. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. الله أكبر الله